regular and irregular verbs. Правильные и неправильные глаголы. Regular verbs – правильные глаголы. The past participle and past participle of regular verb is ed. Значит, прошлая форма и форма причастия прошедшего времени, то есть вторая и третья форма глагола, образуются через clean. Clean – чистить сейчас. Повторите за мной. I clean – я чищу. I cleaned – я чистила. I have cleaned – я вычистила. I live – я живу. Lived – жила. Paint – красить. Painted – покрашенный. Либо красила. Study – учить. Studied – училась. То есть, видите, буква У, по-английски Y, сливается в «et», надо присматриваться. Past simple – прошлое неопределенное время. Мой канал на YouTube просто огромный. То есть, отмотайтесь в начало серии этих видеоуроков, и тогда будет понятно. I cleaned my shoes yesterday. Я чистила мои туфли вчера. Вычистила ли я их? Нет. То есть я отбывала номер под названием «почистить туфли». Charlie studied engineering at the university. Чарли изучал инженерное дело в университете. Если сказать Charlie has studied engineering at the university, то это будет present perfect, то есть он выучился. А здесь человек аболтус, он не учился, он просто делал вид, что он изучал инженерное дело. Past participle – это третья форма глагола, используется в passive voice, страдательном залоге, и в перфекте. I have cleaned my shoes. Вот, я почистила туфли, 100%. А вот здесь я их не дочистила, то есть я халтурила. Jane has lived in London for 10 years. Джейн точно жила в 10 лет, за это она отвечает. Passive is, where, has been – это страдательный залог. The rooms are cleaned every day. Комнаты чистят каждый день. Как будет в прошлом? These rooms were cleaned every day. В будущем. These rooms will be cleaned every day. My car has been repaired. Мою машину 100% починили. Если сказать I repaired my car, ну да, вроде я чинил машину, но ничего его я не починил. Irregular verbs – неправильные глаголы. Прошлое неопределенное время и причастие прошедшего времени от неправильных глаголов не иди. Они в специальных таблицах, посмотрите на моем канале, и вы их найдете. Значит, смотрите, I make – я делаю. Made – я делала, но не доделала. Скажите I made. А теперь скажем так. I have made – это значит вы 100% сделали. Знаю зачетную фразу, которую мы все видим каждый день. Называется made in China. Сделано в Китае. То есть это значит, что вещь сделали, она была субъектом действия, над ней совершали действие. И вот эти часы в стиле Asahi или, ну, видели такие дешевые электронные часы. Вообще в Китае вот эти часы продают в дзин. Дзин – это полкилограмма вот этих дешевых электронных часов, стоит $5. Можете проверить по интернету, это так и есть. Значит, смотрите, break – ломать, broke – ломать, но не ломать, broken – конкретно угробить. Cut – резать, скажем, I cut an apple, я режу яблоко. I cut an apple yesterday, вчера резала яблоко. В чем разница? Сзади висит слово yesterday, вчера. I have cut an apple, то есть вот я нормально разрезала яблоко. И если здесь бы стоял бы мой работодатель, то он бы сказал, вот, молодец, сделала работу хорошо. Иногда прошлое неопределенное являются тем же самым. К примеру, написано make делать, то вторая, третья форма через made, find, искать, found, искал и нашедший, buy покупать, bought покупал и купивший, конкретно купивший, не ходивший в магазин, там, а вот что-то куплю, а вот покупки, они в руках. Cut резать и cut конкретно зарезать. I made a cake yesterday, то есть я вчера делала торт. Сделала ли я торт? Нет. Почему? Потому что simple это неопределенно. А если неопределенно, то понятно, что ничего определенно сказать нельзя.
I have made some coffee. Я сделала 100% кофе. То есть вот кофе, пожалуйста, пейте. Butter is made from milk. Масло делают с молока. Значит, первое make это делать первая форма. Made это прошлое и плюс перфектное время. Past participle, passive present. То есть это perfect, пассив. Вот здесь совершенное время. Sometimes the past simple and past participle are different. For example, иногда вторая форма и третья отличаются. То есть, смотрите, break ломать, broke ломал, broken доломал. С гордостью. No знать, new знать, но ничего не знать. Значит, скажите мне так. I knew English. Это значит, вы учили английский, но не довыучили. А теперь скажите так. I have known Russian. Скажем честно, вы являетесь носителем русского языка, то есть вы русский знаете на уровень. Begin начинаться, began начинался, но не до начинался. Began конкретно начавшийся, вот результат. Go идти, went. Went ходил. Знаете, говорят, ленивого человека только по смерть посылать. То есть ничего. А если сказать Jack has gone to the shop, то Джек конкретно сходил в магазин и купил покупки. Вот они реально в его руках. Somebody broke this window last night. Кто-то разбил это окно прошлой ночью. Somebody has broken the window. Значит, вот здесь разбивал, а здесь конкретно разбил. Вот, все, окна нету. Даже остатков не осталось. The window was broken last night. Прошлой ночью кто-то разбил окно. То есть вот здесь понятие, лучше сказать так. Окно было разбито прошлой ночью. Первое правило английской грамматики гласит так. Чем более запутано, чем более дико, чем более непонятно, то тем больше похоже на английскую грамматику. Вы видели на форумах, люди рассказывают, я самостоятельно выучил с нуля английский. Это бред. С нуля самостоятельно никто не выучит. Должна быть база. Если нету базы, то вы никуда не приплывете. Это в стиле «я могу получить черный пояс, если я буду смотреть фильмы с Брюсом Ли и даже с Чаком Норрисом». Надо хотя бы дойти до красного пояса. Красный это ниже черного. То есть на одну ступень вы можете самостоятельно прыгнуть вверх. На 5-6 нереально. Вам нужен тренер, и я могу быть вашим языковым тренером. Goodbye.